Икрамидин Азирович, Да. Есть вам вопрос. предоставляется право задать вопрос. Вот вы говорите, что Микрофон к себе поверните, пожалуйста. вот вы говорите, что это не нарушает Конституцию, вот отсутствие таких положений в статье, в оспариваемой статье 397 ПК. Но ведь в Конституции, в статье 100, там же указан перечень, ну, как бы, лица, то есть там написано, что все лица, чьи интересы, права и интересы затронуты приговорами, решениями судов, они могут быть обжалованы всеми лицами. И вот эта норма, например, для кассационной инстанции это есть, можно, там это указано. А в апелляционной нету. Почему вы говорите, что она соответствует Конституции? Если она, так сказать, по объему меньше, чем статья 100 Конституции. Потому что право апелляционного обжалования, там нету, что интересы лиц, которые, решения которых затронуты, они не могут обжаловать, там их нету в перечне. В Конституции есть, в кассационной инстанции есть право, а в апелляционной инстанции нету. Почему вот это вот вы это... И здесь вы утверждаете, что соответствует Конституции. Вы прочитайте, там же написано в Конституции. Все лица, права которых затронуты, могут быть обжалованы. А в этом нету в апелляционной инстанции. Нет, в Уголовно-процессуальном кодексе так написано, какие лицо обжалует. Правильно? Да, написано. Но там нету лиц, которые, интересы которых затронуты решениями. Сейчас не будем речь вести о Сакимбаеве конкретно, да? Ну, допустим, есть лица, интересы которых затронуты этим решением, и они не могут обжаловать. Я не знаю. В принципе, не могут обжаловать. например, Разве так можно делать? По Конституции можно, а по УПК в апелляционной инстанции нельзя. Нет, у него уже дело выделили, правильно? Не, ну Нужно вот платить выделили, за вот как раз и речь идет о том, тем Почему они- более, как можно выделить в отдельное производство, Конечно, они как бы... если речь идет представитель об одном и уголовного- том же преступлении уголовного- фактически. Вот правоохранительные органы скажет, вот согласно вот ходатайству, да, вашим, например, узбеков, они признали вину, правильно? А Сакимбая не признают, поэтому они выделили. Правильно? Узбеков признал вину окончательно только по получению взятки. По вымогательству взятки он признавал вину, но почему-то его это не предъявили. Если бы соглашение бы по вымогательству взятки было заключено, было бы понятно. А по вымогательству взятки, даже если он признает, дает показания, потом через 2-3 дня что-то резко меняется, и почему-то вымогательство взятки раз убирается. Как вы считаете, в данном случае необоснованно действует и прокуратура тоже? А как действие прокуратуры в данном случае обжаловать? Если они вот так вот решили, отправили в суд, все, на суд, а суд не может, потому что он должен рассмотреть соглашение о признании вины в упрощенном порядке отдельно, и все. Нет, согласно вот конституционному закону и также вот Уголовно-процессуального кодекса, прокурор вносит представление за каждый незаконный необоснованный акт. Ну вот, и прокурор должен, вот ссылайтесь, вот и другие тут лица заинтересованные тоже в возражениях это пишут. Вот прокурор имеет право, а если прокурор неправильно делает? Ведь суд для того и существует, чтобы решить вопрос, спор между обвинением и защитой. Если мы будем, так сказать, если прокурор сделал, и это правильно, тогда зачем суды нужны? А если прокурор делает неправильно, как обжаловать? Только через суд. Если прокурор... Икрамидин Азирович, он ответил в той мере, насколько считает нужным. Вы вокруг одного и того же, как бы, уже не задаете вопросы, а высказываете
Я уже Эмоции ответил проявляете вопрос, только. У вас есть еще другие вопросы? Нет других. Уважаемые судьи, есть вопросы? Нет. Представитель Джоур Кенеш. Спасибо. Подождите, у меня все-таки есть вопрос. Вот о чем говорит представитель, обращающаяся сторона. Это часть 5 статьи 100 Конституции. Мгм. Процессуальные права участников судебного процесса Участников. отдельно обозначают участников, а также права лиц, чьи права и интересы были затронуты решениями судов, в том числе право на обжалование решения приговоров, а также порядок их осуществления определяются законом. Я считаю, Вот- что Вот скажите, вот эта норма Конституции, она шире смотрит право в данном случае на обжалование, нежели чем только предоставляет участникам судебных процессов, судебных процессов участников. например, по данному делу они выделили уголовное дело. Нет, правильно? здесь речь не это. Я вообще в целом говорится. Конституция шире рассматривает Да, или рассматривает только в рамках участников судебного процесса? Конечно, правильно, шире.